Последняя в этом году большая встреча членов правительства Якутии с главами улусов состоялась 24 декабря в Якутске. Помимо текущих вопросов обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимний период, особое внимание было уделено вопросам предстоящего и непростого 2016 года. На совместном заседании были рассмотрены предварительные итоги Республиканского года предпринимательства. Результаты неплохие, но есть еще задачи, которые предстоит решать в 2016 году, сказала представитель правительства Галина Данчикова. Кроме этого, главам муниципалитетов были представлены новые подходы по формированию долгосрочных тарифов для организаций и бизнеса на тепловую энергию в разрезе поселений. Таким образом, власти республики отходят от принципа общего котла, когда в целях установления среднего по району тарифа одни потребители были вынуждены оплачивать издержки по выработке тепла в отдаленных населенных пунктах. В числе новаций – участие республики в пилотном проекте по строительству школ. Федеральным центром взят курс на ликвидацию второй смены в школах. Таким образом, в регионах начнут строить типовые школы большей вместимости. Исходя из этого, республиканские планы будут скоординированы с новыми механизмами по разработке проектов и строительству школ. На заседании были озвучены предварительные итоги 2015 года. По оценке Минэкономики, основные макроэкономические показатели сохраняют позитивную динамику. Реальный рост валового оригинального продукта по итогам 2015 года составит, как мы ожидаем, 2%, что выше среднероссийского, который оценивается со снижением на 3,9%. Основное ускорение экономической динамики придавалось традиционно предприятиями промышленности, индекс, который за 2015 год мы оцениваем 4,8%. Однако общие проявления спада в экономике Российской Федерации отразились и на динамике некоторых макроэкономических показателей республики, в частности, по оценке ожидается отрицательная динамика следующих показателей. Это реальная заработная плата, пассажирооборот, объем платных услуг. Растут потребительские цены на товары и услуги. По итогам 2015 года мы оцениваем инфляцию 111,9%. Мы уже не говорим о темпах и сложностях мировой экономики. В большей степени, как мы видим, геополитические риски будут играть большее влияние на экономическое развитие Российской Федерации в предстоящем 2016 году. Остановлюсь на ключевых задачах. Обеспечение устойчивого экономического роста, безусловно, является незыблемой задачей на предстоящий 2016 год. Мы ставим задачу обеспечения экономического роста не менее чем 2,5% к уровню 2015 года. При этом также ставим задачу по росту производительности труда не менее чем на 3,1%. В течение 2016 года будет проводиться работа по формированию долгосрочного плана развития республики, стратегии социально-экономического развития до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. К данной работе необходимо привлечь активное участие населения республики и, безусловно, наша с вами стратегия развития нашей республики должна формироваться исходя из потребностей людей, которые живут на территории республики. Предстоит большая совместная работа правительства и муниципалитетов, чтобы выполнить поставленные задачи, предупредила премьер. Наличие финансово-экономических рисков заставляет действовать оперативно и слаженно, а значит, от этого зависит общее социально-экономическое положение в республике, заключила Галина Данчикова. Руслан Басыгысов, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.